оператор выключает. Пусть все зайдут. Внимание. Существует несколько версий. По одной из них основателем деревни является человек по имени Уткаль. Он поселился на этой местности в середине 17 века, в то время, когда в стране шли кровавые башкирские восстания против царизма. Местность, которую Уткаль выбрал для обоснования, была очень удобна для ведения хозяйства. Богата лесами и полями, рядом течет река. К тому же деревня кругом окружена горами, которые защищают ее от ветра. У Уткаль родились сыновья Байсура, Байгускар, Акью, от которых пошла родословная нашей деревни. Топоним Уткаль означает ровная поверхность за хребтом. Посередине нашей деревни течет река Уткаль, приток реки Белой. Она берет свое начало от горных родников Уральских гор. Эти родники соединяются около скалы Кызылташ. С этого места начинается река Уткаль. В настоящее время в селе Уткалево проживает около 400 человек. Есть основная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, Уткалевский сельский дом культуры, библиотека, мечеть. В селе действует народный башкирский фольклорный ансамбль «Уткаль». Природа нашего края уникальна. Самые высокие горы находятся именно в нашем районе. Это Ямантау, Иремель, в том числе и Арвяк-Рязь. Гора Арвяк-Рязь – самая высокая вершина хребта Уралтау, расположенного на территории Республики Башкортостан. Высота составляет 1068 метров. Название горы происходит с слияния названий двух рек, протекающих в этом районе – Арвяк и Большой Ряз. Спасибо за ваше внимание.
опаздываете. То есть, Молока ко мне. Вот дяденька сейчас тебе курут, это курут копченый. Это вот, да, вот, только я с этого точно надо. Да, вот это курут свежий. Разноцветный. Сила, пустили меня? Да нет, что вы? Не думайте про это, просто купите. Почему подмышки? Самый чистый продукт это... Коровье молоко. Ну, похоже. Вот один замерзший. тоже есть, ребята, вот еще разливайте солидно. Эти первые, да? Бабушка говорит, лапшу. Я уточнение. Возьмите себе, вот со стола возьмите. Давайте я скажу, почему мы здесь. В общем, меня зовут Раис Давидов, да, я из Белорецка. У меня папа и бабушка уже ваши. Да. У меня... Бабушка, Давидов. Вот, мы делаем большую журналистскую тропу. Что это такое? Тропа, по которой будут ходить туристы. Вот. И она проходит через красивую Италию. Вот, получается, через Ротау или синий скал. И через Аэрокрас спускается Муткалево, а потом идет до Шигаева. И оттуда через Краку идет. Вот. И по ней будут выходить много туристов. Поэтому хотим, чтобы вы это знали, не боялись таких людей, которые будут появятся у вас в следующем году. Вот. И если какая-то возможность есть там, может быть, там сдавать дома, там, да, давать им молоко, еду, они будут у вас покупать. Вам будут дополнительные заработки. Так что будьте готовы. И если вот, будем через себя средств, если кто-то может дома сдавать, ну там, там, да, кормить там, да, а мы это укажем на своих сайтах, в соцсетях, и вам будут звонить. Потому что Аэрокрас очень красивая, Крака очень красивая, туристы со всей России будут приезжать туда по вас. не мусорили, не сожгли, остальные все нормально. Нет, не будут, потому что это очень другие туристы, это которые очень грамотные, они костры не жгут, они там с собой все газом делают, мусор не бросают, все уносят наоборот. местный соберем. Да. Сегодня откуда туристы? Ребята, откуда вы, из каких городов? Шиманова. Екатеринбург, Москва, Казань, Тукмар. Казань, Уфа! Уфа, Питер. Петроград. Санкт-Петербург. Павленко, ладно. да. Ну и как у нас, нравится, нет? Очень. Да. Ну кто скажет, что нет, да? Поэтому будьте готовы, и мы будем реализовать это место, чтобы нормально встречали, Дай Бог здоровья. не били. Нет, там народ у нас дружелюбный. Я знаю. Чигая, Как в анекдоте, вы кто?
Турист. Нет, это я турист, медведь, да. А ты завтрак туриста. Вы спрашиваете, вы кто турист? Нет, это мы туристы. А вы завтрак туристы. Излично, Видишь, уже пиво требует. не важно, они с флагом по улице катаются. Так, в общем, мы сделаем так. Никому было не обидно. В кармане. Нет, мы туда ответим. Нет, пусть не будет обидно. Туда едем. Вы же маркировать будете? Строку, да? Цель-то в этом. Это же надо все снимать. Поэтому мы сейчас... Идите снимайте. Да, суперблогеров всех отправим. А всех нормально, кто попроще, поедут на машине. А назад наоборот. Ой, первый раз радуюсь, что у меня аудитория маленькая. Даже главное, что обратно отсюда поехать на машине, оставить спасибо. Короче, кто-нибудь туда идет пешком, кто-нибудь обратно. Заря. Потому что сейчас народ пойдет, устанет. Давайте уже пойдем, я уже все, уже есть. Спасибо. В Расульское чтение ездили, когда мы это пели. Вот это односельчане, наши дипломы, вот эти наши бабушки. Проходите. Вот эти все. Как у моей бабушки все точно. Вот это башкирский дом. Старинный наш башкирский дом. Вот, примерно вот так было раньше. Так и было. Вот этот жернова, жернова называется, терман по-нашему. Здесь мели пшеница, все ложили, муку делали, и овсяные это буду делали, вот башкиры делали вкусные напитки, для здоровья полезно. И сейчас она, это рабочий счет, вот это все знают, наверное. Значит, теперь не сидели же в компьютерах, это все мозгами делали, это работали. Вот все это, да, тысячами, это булавки, это наша вот, тоже шкуры, сами делали шкуру, вот, кислое молоко положили, 3 дня лежит, и вот эту шкуру отделывали, выделывали вот этими. И, да, и потом шили шубы всякие, вот из этих кашки, вот эти все старинные остатки. Собираем еще с этим кадушкой, вот этой кадушкой делали это, хумус. Хумус вот всегда молоко, это каболи молоко выливали, и вот еще палку надо. Папа, Вот наши ветераны, которые вернулись, они из войны, еще жили после войны. Значит, остались 6, сколько уехали, очень много. Это наша бабушкино платье, около 200 лет. Вот эти платья все старинные. Это головной убор, сами уже сделали, а это вот старинные. Все. Это люлька, лежали ляльки вот здесь. Это наше все платье. Старинные. Вот этим платьем более 200 лет где-то. Вот это тоже передники для красоты и для этого. Называется хакал. Платье, бабушки насушали. Все мандарины. Тоже очень много лет. Да, мандарина называется. Шерсть. Да, шерсть. Вот раньше пряли шерсть. Это
все делали, и носки вязали. Вот прялку еще надо было, вчера сказала. Прямо ручную. Да, да, вот сядешь и сама это, вот так. Только надо было вчера, я сказала, прялку надо было. Вот так сидишь и, ага, ясно. Нет, просто это, просто, как это, веретено. Ну, это... Ага, надо было вот так. Вот, надо было принести. Да, вот так она и... Да, вот так делали, взяли, и шерсть, и носки, и все это, все вот так взяли. Просто надо было принести. Вот наши все бабушки растят эти обряды, одежда. Вот сейчас, которые делали, нужно еще показать. Вот наше одеяло, старинные одеяла, вот с этими узорами. Лиет, палат называется. Из этих все сделано. Надо еще больше собирать, конечно. Нет, еще меньше. Одеяло. Только начали. Это вот Ришат, Айбулин Ришат, вот он делает вот такие. И снимаю, делаю. А из какого дерева? Еще меньше, меньше. Сосна. Сосна это. Мы вот еще в будущем соберемся. Здесь вот жульки лежали ляльки до года, до сколько. Раньше ведь не было это. Да, вот свою. До года где-то. Да, и качали. Тут было пружины, вот так они качали, они спокойно лежали, да, ляльки, и не плакали. И чтобы всякие эти не было, здесь положили молитва, чтобы это никто, злые духи не подходили. Наши трое детей все там прошли. Я сейчас старшему 40 с лишним лет уже, вот тоже в этой люльке На качался. покосе, да, это все наше. Это все почти все Но. наше. Ну, еще соберут в деревне, сказали вообще, что деревенские. Потому Здесь что вот это в еще. школе есть музей, поэтому они все, вот это пока еще свои собирали. Вот часы ходят. это всё. Вот часы тоже очень давнешние. Мы вот здесь скоро будем собираться вот так. Грязь, все вышивать. Кто что умеет, друг друга учить, и детей будем учить. Я отправляю с вами джип родительский. Да, это красиво. Ну, там, Да, да. ну, Пока так, вот это я все сама. Это, вот, ну, детей, школьников, вот будем это сама. Много там в школе. Вчера вот были, посещали первый раз восьмиклассники. и вы все. Здесь, да, были они вот недавно открыли. YouTube Решат Хайбулин, там есть. Вот открыли. Вот это старинный, это тоже у нас посудник. Это сколько лет? Очень даже старинный посудник. Мы сами, конечно, реставрировали этот посудник. Покрасили, стекло вот поставили, он лежал. Можно было коричневый сделать еще. Все, это как старинный, вот так же было. Посудница. Как у моей бабушки-то. Они вообще лежали где-то, мы их собрали, все сами вот старались поставить как посудники, собираться в будущем, для будущего поколения, чтобы нам что надо, Не забывали, что да, чтобы нас дальше продолжали, как-то знали, вязание будем, крючком, все, кто что умеет, и сами вот бабушки соберемся, и Надо стараться. еще сделать здесь потом музей тропы. все, что нашли. Да, можно привезти сюда, можно. Да. Да, можно. О, туда надо было пирог принести. Мы вот все-таки... Спиральная. Она bila kakara kadal. Бля, она артен харой.
Ito ba?